Здравствуйте, дорогие ребята! Сейчас я прочитаю сказку Жанны Видензо «Просто так». Шел по дороге мальчик, веселый, кудрявый, в коротких штанишках, и нес в руках охапку цветов, глазастых ромашек, синих васильков и звонких колокольчиков. Шел мальчик под синим небом, под белыми облаками и ярким солнцем и пел песенку. Тра-ля-ля-ля, 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 тра-ля-ля. Никаких слов в той песенке не было, просто мелодия да чудесное настроение. А навстречу мальчику, неторопливо постукивая по дороге копытцами, брел задумчивый ослик. Мальчик вдруг протянул ослику цветы. «Это мне?» – удивился ослик. «Тебе», – сказал мальчик. «А за что?» – еще больше удивился ослик. Круглые глаза его от удивления стали еще круглее, а длинный нос еще длиннее. «Просто так», — сказал мальчик и ушел. Ослик свой длинный нос в букет спрятал, цветы нюхает. Какие красивые, как пахнут! И вдруг как запоет ослик! Тра-ля-ля-ля, 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 тра-ля-ля. Никаких слов в той песенке не было, только мелодия да чудесное настроение. А навстречу ослику бежал грустный щенок. Уши повисли, хвост уныло болтается, из глаз слезы капают. Встретились на дороге веселый ослик и грустный щенок и разошлись в разные стороны. Вдруг ослик остановился, задумался. Он всегда долго думал, прежде чем что-нибудь предпринять, а потом бросился вслед за щенком, догнал его и протянул цветы. «Это мне?» – изумился щенок. Слезы у него сразу высохли, и одно ухо тотчас поднялось торчком. «Тебе, тебе», — сказал ослик. «А за что?» — тихо спросил щенок. «Просто так», — гордо сказал ослик, и пошли каждый своей дорогой. Щенок букет лапами обнял, от счастья в припрыжку скачет, и вдруг как запоет: «Тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля». Никаких слов в той песенке не было, только мелодия да прекрасное настроение. Тут из леса на дорогу вышел медвежонок. Он нес корзинку с орехами и подозрительно оглядывался, как бы кто орехи не отнял. Увидел медвежонок щенка. Сразу корзинку за спину спрятал. А щенок медвежонку бежит и цветы протягивает. «Это мне?» – недоверчиво спросил медвежонок. «Тебе!» – радостно закричал щенок. «А у меня ничего взамен нету!» Насупился медвежонок и даже отступил на шаг назад и получше спрятал за спиной свою корзинку с орехами. «А мне ничего и не надо», – беззаботно ответил щенок. «Я дарю тебе просто так». Медвежонок посопел, покряхтел, подумал, нет ли здесь подвоха, и схватил цветы. Пошли вместе щенок и медвежонок. Щенок безмятежно веселую песенку поет, радуется синему небу и яркому солнцу. А медвежонку не до песни, не до синего неба и пушистых облаков. У него забота, он корзинку с орехами за спиной прячет, чтобы щенок не увидел. Тяжелая корзинка, большая, неловко медвежонку ее за спиной тащить, и лапу не сменишь. И при каждом шаге корзинка его сзади больно ударяет. Идет медвежонок, тяжело вздыхает, останавливается, назад оглядывается, спотыкается. Не заметил корягу посреди дороги, совсем упал. Щенок помог медвежонку подняться, отряхнул его. «Ты что такой невнимательный?» — говорит. «Осторожней надо быть». А бедному медвежонку уж совсем не моготу с корзинкой возиться и прятать ее. А тут еще враг на дороге. По бревнушку надо перебираться. Покачнулся медвежонок на бревне, растянулся и выронил корзинку. Ой-ой-ой-ой-ой! Что же теперь делать? Надо во враг прыгать за орехами. И вдруг из зарослей во враге белочка высунула острую мордочку, на орехи смотрит, быстрыми глазками косит. «Это мне?» – удивилась. «А за что?» Помолчал медвежонок, а потом как крикнет: «Просто так!»
И тут увидел медвежонок, какое небо синее, какое солнце яркое, какие облака белые, и запел во весь голос: тра-ля-ля-ля, 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 тра-ля-ля. Никаких слов в той песенке не было, только мелодия да прекрасное настроение. И я дарю, ребята, вам тоже цветы, чтобы у вас было прекрасное настроение.